Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что хорошее и доброе совсем скоро с вами в вашей жизни случится. Загадайте, пожалуйста, на себя, на хорошее и доброе, и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сердечко вышло с левой стороны. Смотрите, сердечко, которое долго пряталось. Сердечко, которое долго для вас не открывалось. Сердечко, наполненное истинной чистой любовью к вам. Смотрите, у одних из вас отыграется человек, с кем вы долго в отношениях, но он никак не проявлял свою любовь, не показывал, не говорил о ней. Наконец-таки вам признается. И это будет так мило, так душевно, ну прям до слез радости. У кого-то отыграется, что это тайный поклонник, который наконец-таки обнародует свои чувства. Придет к вам, так и скажет: люблю тебя больше жизни, мечтаю о тебе, думаю о тебе, молюсь на тебя. Столько там месяцев, либо столько лет я тебя люблю. Не могу больше молчать. Ты моя жизнь. Вот хочешь — люби, хочешь — прогони. Приму любую твою волю. Но ты должна знать: я тебя люблю. А у кого-то из вас отыграется в семье, кто-то из ваших близких вот подойдет к вам, обнимет крепко-крепко, нежно-нежно и скажет: а ты ж моя любимая дочь, либо любимая, может быть, мама, да, сестра. Ой, ну здесь такие переживания идут, и вы будете такая растроганная, и у кого-то в прямом смысле, да, слезы счастья польются. Очень интересный момент, и такого давно в вашей жизни, к сожалению, не было. И из-за этого, наверное, вы так сильно растрогаетесь. Ну, дай Боже, как говорится, да поскорее. И пусть это будет происходить в вашей жизни максимально часто. Так, дальше. Смотрите, здесь человек, который смотрит на вас, протягивает руку. Протягивает руку, но рука не пустая, в руке что-то есть. Человек, возможно, возвращает вам долг. Человек, возможно, предлагает вам помощь. Возможно, человек какой-то подарочек для вас приготовил, купил, дарит. Это будет очень-очень приятно. А еще почему-то показали вовремя. То есть знак вот к месту, да, человек это делает к месту. Так, здесь какая-то дорожка вам открылась. Дорожка, но дорожка вместе с кем-то, либо кому-то. Не просто так вот вышли из дома и пошли. Здесь либо в сопровождении вы идете, и от этого вам приятно, либо вы конкретно кому-то идете. И это тоже замечательно. Может, позовут, пригласят, откроют перед вами свой дом. Либо, может быть, какой-нибудь служащий откроет перед вами дверь в свой кабинет. Да? Дорожка, кстати, с правой стороны, и она светлая, то есть она позитивная, она, возможно, долгожданная, либо очень-очень приятная будет для вас. Дальше. Смотрите, какая здесь шикарная лошадка. Лошадка, которая скачет в центр. Она большая, она красивая, она сильная, и спина у нее свободная. То есть никто на этой лошадке не сидит. Но по лошадям обычно всегда проходит возможность заработать. Либо конкретно на какой-то работе, ну, либо как какой-то заказ выполнить, либо в какое-то сотрудничество вступить, может быть, какой-то выгодный контракт подписать. Лошадка скачет, и скачет она к вам. Это шанс, это возможность, это, может быть, то, о чем вы долго просили, мечтали, молили небеса. Вам важно будет не теряться, не смущаться и ни в коем случае не стесняться, а попытаться на эту лошадку вот прям спрыгнуть, да, на спину ей спрыгнуть и как на этой лошадке прокатиться.
Пусть вас не пугает, что работа ответственная, либо заказ большой, либо очень там какая-нибудь крутая организация, да, какие-то крутые люди. Поверьте, просто так вам предлагать не будут. Значит, что-то вас увидели, значит, понимают, кто вы есть на самом деле. Здесь в таком положении, здесь как возможность идет. Да? Это не конкретика, что вот это будет, а это возможность. Возможность устроиться, возможность заработать, возможность посотрудничать. Ее нельзя пропустить. Если пропустите по какой-либо из причин, вы будете потом жалеть. И следующая такая возможность, непонятно, когда в вашей жизни появится. Не бойтесь рискнуть, не бойтесь, что вы, возможно, чего-то не знаете, либо чего-то не умеете. Не бойтесь этого. Бойтесь отказываться, бойтесь упускать вот такие крутые шансы. То же самое, возможно, вы не работаете и не заинтересованы в работе, но кто-то из ваших близких в поисках работы, будь то взрослый сын, дочь, а может быть ваш близкий мужчина. Просто, четко показали, да, возможность. Прыгни, запрыгни на эту лошадку и катайся в свое удовольствие. Лошадка хорошая, она добрая, она будет добрая к вам, либо к вашему близкому человеку. Ни в коем случае не стоять, не зевать и не пропускать эту лошадку. Она к вам скачет, к вам. Это ваш большой-большой шанс, либо шанс для вашего близкого человека работать, зарабатывать, развиваться, там, не знаю, авторитет свой растить, опять же, мастерство свое повышать. Очень замечательный знак. Так, дальше. Здесь, смотрите, собачка сидит. Собачка, которая очень послушная. Обычно собачками показывают друзей. Подруг, друзей, людей, с кем вы общаетесь. Может быть, даже коллеги, да, хорошие, добрые коллеги, с кем у вас есть общение. Здесь собачка, как на страже вас сидит, готова за вас любого порвать на маленькие-маленькие кусочки. Защита от друзей, либо вы увидите, что кто-то из ваших друзей вас защищает перед кем-то, либо перед чем-то. Может быть, даже человек скажет, вот клянусь, да, либо под мою ответственность, я в этом человеке уверен, этот человек хороший, достойный, там, умный, 5-10. Вы это видите как-то со стороны, наблюдаете, да, за тем, что происходит. И вам будет настолько хорошо, настолько приятно, что есть такой человечек, который не за спасибо, не за красивые глаза, не за какие-то плюшки, бенефиты, не за возможность, например, что-то от вас получить. Да? Вот сам по себе, по своему собственному решению и по желанию своего сердца за вас заступается, вас защищает, вас оберегает и делает все возможное, чтобы никакая там неприятность вас не коснулась. Очень классный момент. Всем бы таких друзей, да побольше. Вообще жизнь бы была очень замечательная, идеальная. Так, еще здесь внимание к вам со стороны каких-то, скорее всего, родственников. Либо это очень дальние родственники, прям совсем дальние, либо близкие, но волей судьбы, например, вы живете там в разных странах, либо очень давно не виделись. Вот смотрите, эти люди о вас вспоминают. Эти люди как разыскивают вас, выходят на контакт с вами. Здесь общение состоится. Общение очень-очень трогательное. Знаете, когда люди открываются, говорят, что вот очень скучаю, мне тебя не хватает, там, хочу общаться, хочу родычаться. Это тоже будет очень-очень приятно. Но этих людей вы явно очень давно не видели. Я даже больше скажу, возможно, очень давно и не вспоминали. Вы знаете о их существовании, но так, что прям думать о них, не было повода, да, не было повода. Слишком давно порвана была между вами вот эта связь, коммуникационная связь. Но вот видите, вспомнят, и они на контакт выйдут. И очень хорошие и добрые вещи вам скажут. Да, здорово. Так, левая сторона. А вот с левой стороны происходит что-то невероятное. Здесь какой-то кактус, такой, знаете, колючий, противный, огромный, гигантский. И вы, несмотря на то, что вам больно, голыми руками его как, не вырываете, а скорее как ломаете. Видите? Вы уперлись, вам больно, а вы такая: нет,
я это сделаю, достал ты меня этот кактус, да, сколько можно меня колоть, либо колоть кого-то из моих близких. Ну все, в порыве какого-то такого, знаете, благородного гнева вы этот кактус не только сломаете, вы из него, я не знаю, там текилы наделаете, просто его там, ну, мелкую труху сотрете. Вам будет приятно. Приятно, что вы это сделали. Я вижу, что вы это делаете не только для себя, но и еще для кого-то. Но по кактусам обычно выходят там агрессивные, ядовитые, токсичные люди. Очень дурственные ситуации, да, которые вот там угрожающие ситуации, неприятные ситуации, обременительные ситуации. Вот прям себе свободу даете и кому-то из ваших близких. И делаете это сами. Да, возможно, вы немножко поранитесь. Но поверьте, самое главное — это сломать этот кактус, да, уничтожить этот кактус, чтобы никто больше не кололся, ни вы, никто из ваших близких. И вы это сделаете. Вам здесь, смотрите, более сильные люди, ну, возможно, да, ваши близкие более сильные, либо более молодые, да, вот они с таким благоговейным трепетом на вас смотрят и чуть ли не молятся. Такой момент как славы, да, слава, признание и вообще доброе дело, да, вы сделали доброе дело. Вы молодец, вы бесстрашный человек. Особенно в такие минуты, да, когда вас раздраконить, да, вы никого не боитесь и ничего не боитесь. Вы молодец. Правда, иногда в себе сомневаетесь, но вот смотрите, берете и делаете. Вы молодец. И вот люди за вашей спиной тоже вам очень-очень будут благодарны. Так, дальше. Смотрите, кто-то из очень важных для вас людей наконец-таки определится, решится, определится, какая-то конкретика будет. Вот такое четкое, конкретное, сформированное решение. Вы этого решения ждали очень-очень долго. Вы уже, может быть, и рукой махнули, думаю, так и будет болтаться, да, человек ни туда, ни сюда. Вот, а человек приходит и вам прям вываливает это свое решение. Очень приятный момент. Ой, все разные, у каждого отыграется в своей ситуации, в своей сфере, со своим человеком. Но, еще раз повторюсь, решение, которое вы очень-очень долго ждали, либо действие, которое вы очень-очень долго ждали. Но мне вообще идет как решение. Определиться. Я либо с вами, либо нет. Я выбираю тебя, либо я иду жить своей жизнью. Я с тобой, либо мы врозь. Да? Вот решение, конкретное решение, конкретика, действие, ну, либо слово человек уже дает, да? Что вот все, я решил, да, я выбрал. Это прям идет для вас очень судьбоносным моментом. Здесь не просто вам будет приятно и не просто хорошо. Здесь как отправная точка к новой жизни, либо к новой реальности, к новому мироощущению, либо ощущению себя в этом мире. Прям что-то грандиозное произойдет. Смотрите, одно решение, либо одно слово и так на вас влияет. Как новый этап жизни начинается. Хороший знак на самом деле. Очень хороший и очень долгожданный. Так, еще здесь такая рыба к вам интересная плывет. Я бы даже сказала, экзотическая рыба. Непростая рыба. Либо деньги будут получены из какого-то необычного источника, либо вы на чем-то ухитритесь, на таком необычном, непривычном заработать. Себе на радость, другим на зависть. Может быть, вы что-то умеете делать. Ну, например, да, самый банальный пример. У вас хобби, вы любите печь торты. Вас, как говорится, хлебом не корми, да, испечь торт. Кто-то из ваших знакомых знает об этом, пробовал, восхищался. Человек приходит и говорит, испеки, вот день рождения у ребенка, либо у кого-то там именины. Хочу вот сладкий подарок сделать. Вы сначала обалдеете, потом скажете, окей, я же люблю это делать. И заработаете на этом деньги. Ну, такая экзотичная, и я вам скажу, не маленькая. Не маленькая. И с правой стороны. С правой стороны это значит за честное дело, за честный труд. И, возможно, еще и в долгую, потому что плывет она не от центра, а наоборот центр. Да? Как лошадка. Смотрите, у вас и лошадка в центр скачет, и рыба у вас в центр плывет. Очень хороший знак. Так, венец. В венце у вас знак защиты. Защиты, причем покровительства. Не просто защиты, покровительства. Вот как кто-то вас берет под свое покровительство.
И вы так думаете, ага, все, фух, можно выдохнуть, теперь у меня есть защитник, теперь у меня есть покровитель. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но ощущение, что я не одна, да, либо что я не один. И вдруг что? Да, есть человек, который мне поможет, либо защитит, заступится, укроет от каких-то неприятностей. Здесь очень хороший знак, который приносит вам не только радость, но и даже уверенность. Уверенность в завтрашнем дне, в ближайшем будущем и отдаленном будущем. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.